Здравствуйте, дорогие жители Сулейман-Стальского района. Мы сегодня поговорим о ситуации в районе в связи с новой коронавирусной инфекцией, как она складывается с начала первой пандемии, с 1 апреля. На сегодняшний день, на 5 ноября, у нас зарегистрировано случаев с новой коронавирусной инфекцией 388 случаев всего. И на сегодняшний день из них 30 человек на дому остаются под медицинским наблюдением. В стационаре нашей Сулейман-Стальской ЦРБ в инфекционном отделении на сегодняшний день лежат 13 человек с небольничной пневмонией, 2 из которых у нас ковид-положительные. С начала пандемии у нас зарегистрировано в небольничных пневмонии всего 696 человек. 330 человек, из которых прошли стационарное лечение в инфекционном отделении ЦРБ. Остальные 366 человек прошли амбулаторное лечение с небольничными пневмониями. Это с легкой степенью, которые могли получить лечение на дому. Из 366 человек 137 человек получили бесплатное амбулаторное лечение. Им выделяют при каждом выявленном случае внебольничной пневмонии на сегодняшний день людям на дому выделяют бесплатное лечение. За период всех ограничительных мероприятий на 5 ноября проведено 7338 обследований на новую коронавирусную инфекцию. Каждый день мы отправляем в город Махачкала, в диагностический центр или Роспотребнадзор 85 анализов ПЦР на новую коронавирусную инфекцию. На сегодняшний день снято 7097 человек. Остаются под медицинским наблюдением 308 человек. Из них остается 30 человек положительных на амбулаторном лечении. Это в основном все бессимптомные носители, выявленные при профилактических осмотрах. Это работники детсадов, есть работники средних общеобразовательных школ, есть бессимптомные носители в виде учащихся, у них практически не проявляются никакие симптомы. И на дому в основном с признаками ОРВИ. Остается контактных по коронавирусу под наблюдением 264 человека. И на сегодняшний день лечение в небольничной пневмонии на дому получают 14 человек. Как таковая ситуация в Сулейман-Стальском районе у нас стабильная. Ситуация была хуже в сентябре, когда у нас был наплыв резких больных в отделении. Терапевтическое отделение тоже было закрыто под ковид-положительных больных, провизорное отделение. И тогда в стационаре в сентябре у нас лежало по 40-50 больных. На сегодняшний день ситуация стабильная. В стационаре лежат от 10 до 15 больных, на сегодняшний день 13 больных. Поступает 1-2 больной со средней степенью тяжести. В случае утяжеления состояния больные сразу консультируются с городом Махачкала, ситуационным центром, и направляются на машине скорой помощи в республиканские учреждения. За весь период пандемии у нас умерло всего по району зарегистрированных случаев. Это не только в нашем стационаре, а всего по району. У нас умерло 17 человек с небольничной пневмонией и 6 человек от новой коронавирусной инфекции. Всего 23 человека. Наиболее распространенными участками, где новая коронавирусная инфекция, это является в первую очередь практически 50% населения, 50% от 388 случаев у нас выходит на населенный пункт Касумкент. Больше всех у нас зарегистрировано случаев 155 человек у нас в Касумкенте зарегистрировано из 388. На втором месте у нас идет Ортостал. Там 42 человека. На третьем месте у нас идет Новомака, где 31 человек зарегистрирован с новой коронавирусной инфекцией. На четвертом месте у нас идут совхоз Гериханова и Ашагастал, где зарегистрировано по 24 человека
с новой коронавирусной инфекцией. Остальные участки более или менее стабильные, где есть больные меньше, чем 10 человек. Есть участки, которые вообще ни одного случая. Есть населенные пункты, где не зарегистрировано ни одного случая. Это такие населенные пункты, как Кахсух, Испик, Хпюк. Ну, это маленькие села, в принципе, обследовано население и не зарегистрировано ни одного случая. Возрастная градация больных, в основном у нас они люди в возрасте от 18 до 55 лет. Это из 388 случаев 190 человек у нас болеют люди в возрасте от 18 до 55 лет. Старше 55 лет у нас зарегистрировано случаев 151 человек. Ну и наименьшее количество у нас заболевших – это возрастная градация от 0 до 18 лет. Это 38 человек. Это дети. В основном вирус поражает и более тяжелые формы у больных с сопутствующими заболеваниями, такими как сахарный диабет, артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца. Есть случаи поражения у онкологических больных, с неврологическими заболеваниями есть случаи. Но наибольший риск заражения все-таки у больных остается с сахарным диабетом и с болезнями сердечно-сосудистой системы. Все-таки большая просьба к жителям района, особенно жителям, которым уже исполнилось 65 лет и старше, чтобы они без необходимости не выходили за пределы дома. Потому что это возрастная градация, у которых есть эти сопутствующие заболевания, в основном у всех, они наиболее подвержены заражению. И соблюдать все-таки правила личной гигиены и масочный режим. Это огромная просьба к нашим жителям. И по возможности, если есть возможность, не скапливаться в местах массового скопления. Это те же самые, когда мы делали анализ по зараженным, оказалось, что 50% людей в основном заразились на похоронах. Есть случаи заражения на свадьбах. И также вот есть массовые случаи заражения, когда люди из других регионов приезжали и навещали тех же больных. Поэтому большая просьба и тем же вашим родственникам, которые приехали, объяснить ситуацию, что по возможности не имели контакт с приезжими людьми. Если есть возможность, не посещать те же похороны и свадьбы. Надеюсь, что наша ситуация более-менее стабилизируется, хотя у нас иногда бывает темпы роста то увеличиваются, то уменьшаются. На сегодняшний день стабильная ситуация, в неделю где-то выявляется от 12 до 15 больных. В любом случае здоровье населения не только в наших руках, так и в ваших, поэтому мы вас просим, чтобы вы все-таки соблюдали все меры и по возможности не выходили за пределы своего дома. Вам спасибо большое за внимание.